Добрый день, дорогие зрители! В эфире Love Zone, место, где мы обсуждаем важные проблемы современного общества. Совсем скоро в Молдове пройдут парламентские выборы, и о ситуации, в которой оказалась Гагаузская народная партия, мы сегодня поговорим с председателем данной партии Николаем Дудогло, узнаем все детали и как идет подготовка, в принципе, в этой стране к парламентским выборам. Николай Харлампич, добрый день, я рада вас видеть в нашей студии. Добрый день. Конечно, я думаю, что у нас есть о чем поговорить. Очень много событий произошло за последние месяцы. Но, наверное, самое свежее, что произошло, вам наконец-то вашей партии открыли счет в банке. Но, конечно, мы поздравляем со своей стороны, что наконец-то удалось добиться этого результата. Но все-таки, почему, по-вашему, этот процесс был настолько затянут? Целых 5 месяцев вы пытались получить разрешение открыть этот счет? Вы знаете, как будто нас сглазили. Первоначально, когда была зарегистрирована Гагаузская народная партия, наши оппоненты, и плюс некоторые республиканские партии, куда входят тоже наши земляки гагаузы, тут же пошло такое давление, что якобы кто-то нам помогал, что мы идем с партией власти вместе, что нам создали для чего-то, отбирать чьи-то голоса, что только не говорилось про нас. Я скажу, что мы выбрали правильный путь, мы даже не отвечали на такие вещи, потому что нашим лозунгом было такое, что мы не против кого-то, мы за Гагаузию, и мы объясняли всем жителям Гагаузии, людям, которые родились в Гагаузии, которые живут за границей, что наш путь и объединение, единство, и в дальнейшем, как говорится, идти в политику без посредников. И шаг за шагом мы шли дальше и дальше, набрали более 3500 членов партии, открыли 34 первичные организации и были уверены, что мы на парламентских выборах впервые Гагаузия будет участвовать, и чудо будет, что 101 представителей из гагаузского народа будут привлечены в списки, которые в дальнейшем, при той работе, которая есть, а мы планировали 2 месяца усилить работу максимально, пройти в каждый двор для того, чтобы эти 5% преодолеть. Тем более, что по нашим расчетам, как мы считали уже, даже по информации ЦИК, 128 тысяч избирателей находятся в самой Гагаузии. Плюс в Приднестровье довольно-таки много, в Кишинев, в Республике Молдова, за границей, что в России, что в Европе очень много. Я, честно говоря, даже удивился той географии, где живут гагаузы, потому что нам звонили отовсюду. Поэтому мы шли к этим выборам очень уверенно, никого не трогая, но случилось то, что мы не ожидали. Хотя я должен был догадываться, что партия, которая очень быстро стремится и, в принципе, представляет маленький регион Гагаузии, естественно, что большие игроки где-то начали нас опасаться, не зная, как мы себя поведем в парламенте. И мы увидели, что сразу после регистрации, по идее, по закону, через 5 дней должны были нас зарегистрировать. Но это протянулось 5 месяцев. И мы пришли к тому дню, когда ЦИК и регистрационная АСП попросили полный пакет документов с декларациями, с членами партии. Естественно, что у нас должен быть расчетный счет. Как идти на выборы без расчетного счета? И скажу, что мы в этот момент поняли, что мы на парламентские выборы не попадем. У нас нет счета. Но я скажу, что эти 5 месяцев мы не стояли вместе, мы обращались в разные банки, где-то получали ответ, где-то вообще ничего получали ответ. Вот последнее, мы подали документы в МАИБ банк, и вчера, можно сказать, что это чудо все-таки случилось. После того, как регистрироваться уже нельзя, потому что уже прошло 4 дня, как регистрация закончилась в партии, нас пригласили и открыли расчетный счет. Вот скажите, вы думаете все-таки, что это была техническая ошибка, да, или все-таки осознанное препятствие? Я лично считаю, что это осознанное препятствие, но при этом хочу поблагодарить банк БАИБ, потому что в любом случае и руководство банка, и руководителя филиала банка Камрадского, и специалистов, которые там работают, потому что я видел в Камрате, в их глазах, какое-то стремление. Они хотели еще месяц назад, они хотели это делать. Как получили информацию, что то учредители уехали отпускать, что-то следующее, но 5 месяцев это не отпуска. Я лично считаю, что, например, я лично могу сказать, что 2-й раз мы наступаем на эти грабли. Первые это местные выборы. Я баллотировался с примаром муниципалитета Камрат. Вот тогда впервые мы столкнулись именно вот этим моментом,
что можно использовать банки для того, чтобы остановить оппонента, да, или конкурента. Тогда тоже я был зарегистрирован, и мы месяц пытались открыть счет. В последний момент не открыли счет, а даже во втором туре мы не успели даже одну газету или листовку напечатать, потому что бралось все под контроль. И фактически можно сказать, что мы не смогли провести предвыборную агитацию. И это повлияло потом на итоги. Хотя моему конкуренту дали разрешение, открыли сразу счет и дали возможность даже банки взять кредит, многомиллионный кредит, и последние 2 месяца они работали, используя админресурс. Ну, это было первое. Вот второе сейчас, я лично считаю, что тоже плавно, все-таки Гагаузская народная партия, она представляет гагаузский народ, то есть регион. И просто наверняка была разработана какая-то схема, работали, наверное, какие-то политтехнологи или советники, которые решили, что пока нас сохранить. Ну, а повод как можно найти? Ну, я вот смотрел сейчас «Блок Победу», как сняли, и очень много там написано, и с многими вещами даже не оспоришь. Но, а как придраться к партии, которая только создалась? У нас нет никаких коррупции. Ничего, абсолютно мы ничего не нарушали. Может быть, они видят в вас конкуренцию, или здесь другой подтекст? Я сейчас скажу. Но я скажу, что был использован наверняка момент такой, что самый легкий, что мы сегодня не можем обвинить партию власти. А в чем их обвинять? У нас в стране все коммерческие банки. Естественно, что мы обратились в коммерческий банк, мы обратились в Центробанк Республики Молдова. Мы обратились в банк, который, в принципе, курирует работу банков и выдает лицензии, что если мы живем в стране, если государственный орган зарегистрировал партию, банки обязаны открывать ему и счет. Потому что это страна, мы даже не джунгли. Но при этом Центробанк нам отписался в таком, что чуть не это не наша проблема, это ваша проблема. Банки коммерческие, они сами принимают решения. Я лично считаю, что это было использовано. И вот как вы задали сейчас вопрос, что нету доверия пока Гагаузии. Центральная власть, я понял, что не доверяет Гагаузии. То есть пока вопрос не в конкуренции, а просто я недоверие. считаю, что при той бурной работе, которую мы начали, провели за эти несколько месяцев, мы стали интересной партией, и с нами начали считаться, и прогнозы, которые были, некоторые прогнозы показывали, что если идет какие-то опросы, и Гагаузская партия там, как говорится, не показывает какой-то результат, то все понимали, что Гагаузская партия может показать результат в регионе и частично за границей, и других районах, и поэтому учесть правильный опрос этой партии просто невозможно. Она будет в конце, потому что, опросы как делаются? Несколько человек со всех районов, а у нас аккумулируется основная масса наших избирателей именно в Гагаузии. И я скажу, мы менталитет и то наше заявление всем гагаузам мира, всей нации, что мы должны быть едины, забыть вчерашние наши проблемы, наши недопонимания, оно, я скажу, очень многих остановило, и я разговаривал, очень многие говорили, что Николай, мы не хотим вмешиваться, мы не хотим высвечиваться, потому что есть разные моменты, люди, которые работают на государственной службе, предприниматели. Но мы, конечно, поддерживаем свою партию. Но нужно дать шанс своему, себе. И я скажу, что мы могли быть большим сюрпризом. Поэтому это было высчитано с серьезными игроками, которые решили, что нет, пока Гагаузская партия еще новая, пока еще не до конца понимает основные наши цели. Хотя у нас была и программа, и я, в принципе, озвучивал, что Гагаузская партия идет в парламент и не хочет не входить ни в какие блоки. Мы идем отдельно и строим новую гагаузскую политику. И войдя в парламент, мы также не войдем ни в один блок, а мы сделаем свою фракцию и будем идти по своей линии. Все, что нужно, удобно и хорошо для страны, мы будем голосовать. Николай Харитонович, скажите, по результатам этих 5 месяцев и по тому, что вы не смогли зарегистрироваться на выборы, обратились ли вы в ЦИК за разъяснениями или, может быть, за поддержкой, может быть, какая-то реакция была с их стороны, или вы понимаете, что нет смысла сегодня уже копошиться в этом? Мы обращались в ЦИК и несколько раз. И я скажу, что, в принципе, к нам хорошо отнеслись, нас консультировали, но при этом они объясняли, что они не могут нам помочь. ЦИК не может открывать расчетный счет банков. Они нам помогали, как правильно обращаться в банки, какие документы нести. И я скажу, очень много было наших защитников. Многие люди, многие организации пытались нам помочь. Но, к сожалению, я скажу, что мы попали в такой замкнутый круг, где
даже если мы сдавали документы в банк для открытия счета, никто не говорил нам сразу нет. Вот сдали мы Финкомбанк. Кстати, это единственный банк, который, в принципе, нам отказал и дал письменный ответ, что они не согласны. Ну, там был всякий момент, что это невыгодно для банка и тому подобное. Ну, прошло месяц, было потеряно. Следующим банком еще больше времени То есть потеряли. одновременно в несколько банков нельзя обращаться? Нет, все документы идут в один банк, пока не получишь конкретный ответ, или они откажутся с нами. Вот уже дальше пошло то, что нам уже, в принципе, даже не отвечали, но держали месяцами. Я думаю, что это, в принципе, были сигналы, потому что любой банк для открытия расчетного счета партии, это не просто физическому лицу. Естественно, что это проверяется спецслужбами, это проверяется другими органами, которые имеют на это, как говорится, законодательные возможности подавать информацию или проверять тех людей, которые входят в эти списки, потому что там идет полная проверка и председателя, и заместителя, и секретаря, то есть группа людей. Ну, я скажу, кто бы как бы нас не проверял, мы давали все время один пакет, второй, третий, никогда не говорили, что в нашей команде состоит кто-то из тех людей, которые, ну, замешан в коррупции или в других моментах, что банк из-за этого может где-то иметь проблемы из-за нас. То есть этого не было, просто тянули время. Но вот время вышло, и мы получили свою регистрацию. Но при этом, я скажу, что значит при этом. Я сказал, что мы уже 2 раза попадаем, и очень серьезные проблемы у нас были, то, что мы не можем открыть счет. Но в дальнейшем открыт счет, сейчас значит, банк передаст документы в налоговую инспекцию, и, в принципе, мы сможем в дальнейшем работать. И в дальнейшем уже с этой проблемой не будем сталкиваться. Ну вот смотрите, вы говорите, ну, мы как бы поняли, что партия не сможет участвовать в нынешних выборах, но политическая позиция будет выражена. Да, конечно. Да. В каком формате вы планируете это делать? Ну, вы знаете, я, в принципе, мы информацию даем на нашей страничке, у нас есть и в других порталах, мы где, значит, все, что мы принимаем решение, мы публикуем. Мы, в принципе, сегодня твердо сказали, что то, что происходило на местных выборах, то, что мы сейчас не получили, ну, не дали нам вовремя открытый расчетный счет, мы это хотим, не хотим, мы не можем открыто, но мы в душе это понимаем, и мы сказали, что ни один голос мы не отдадим партии власти. ПАС от нас не получит ни одного голоса. Команда готова к выборам, мы эту работу провели, поэтому в эту субботу, 26 июля, у нас будет полномасштабное собрание представителей всех 34, как говорится, первичных организаций, всех наших подразделений. Мы соберемся для того, чтобы принимать решения. Дополнительно мы уже начали вести, ну, какие-то переговоры с другими партиями, но мы должны получить разрешение всей команды. Поэтому 26 числа именно пройдет это собрание для того, чтобы собрание дало, ну, как бы доверие и председателю вести эти переговоры, потому что есть еще 2 месяца. Естественно, что мы можем это решение принять, поддержать кого-то сейчас или через месяц, ну, или ближе к выборам. Но мы сейчас не останавливаемся, мы дальше укрепляем партию. Мы, значит, укрепляем тех людей, которые нас поддерживают списочно, потому что у нас есть, ну, в одном направлении мы принимаем членов партии, а в другом мы заставляем списки, кто нас готов поддержать. Поэтому уже у нас это многотысячное количество людей, которые готовы поддержать нас или посчитаться с нашим мнением, кого мы поддержим. Поэтому я думаю, что гагаузская партия, если поддержит какую-то другую партию, если мы, в принципе, договоримся, а здесь в первую очередь, что та партия должна учесть, что мы являемся гагаузским регионом, естественно, что отнестись к нашей программе положительно, ну и другие моменты, которые мы должны обсудить при нашем соглашении для поддержки. И я думаю, что мы обязательно несколько процентов кому-то сможем то, что было за нас, передать другой партии. А как политологи сегодня как бы объясняют или как делают выводы, то на этих выборах, скорее всего, что победитель определится, ну, будет равная борьба, и где-то разница может быть 1-2%. Побежден, кто победит и кто проиграет. И поэтому, несмотря ни на что, наша маленькая гагаузская народная партия может даже в этом, не участвуя на выборах, может сыграть большую роль, поддержав какую-то партию. Скажите, а вы уже ведете диалог о возможном сотрудничестве с такими партиями? Да, мы ведем. Я не буду называть партии, но мы ведем уже такие разговоры. Уже есть предварительные договоренности? Да, нет, у нас предварительной договоренности не может быть, потому что 26-го мы получим полное разрешение. Но для того, чтобы не терять время, естественно, что мы изучаем, как нам относятся другие партии, ну, на чем мы можем построить на будущее. Но есть уже какие-то варианты. Да.
Но и при этом я скажу, что мы готовы рассмотреть любые предложения, которые будут для того, чтобы принять совместное решение. Поэтому, если какая-то партия заинтересуется, вполне может, как говорится, позвонить мне или прийти к нам в штаб, потому что мы рассмотрели все предложения и выбрали то предложение, которое самое будет выгодно для Гагаузской партии и в целом для Гагаузии. Скажите, вот вы упомянули, что ваша позиция может сыграть ключевую роль в исходе парламентских выборов, по крайней мере, для какой-то партии, да, и какие шаги вы собираетесь предпринять, чтобы усилить влияние вашей команды на результаты голосования? Ну, я скажу, что она сыграет, может быть, она сыграет для какой-то партии, для того, чтобы она попала в парламент, то балансирует между 4 и 5-6%, то мы можем какой-то, те проценты, которые мы считаем, что у нас есть, это дадут для того, чтобы партия попала. Но мы можем сыграть ей другую, основную роль, что, возможно, наши проценты дадут возможность в глобальном, в целом в стране, как говорится, воспользовавшись нашими процентами, выиграть парламентские выборы. Потому что у нас же сегодня есть оппозиционные блоки, да, оппозиционная партия, есть партия власти. И вот, поддерживая сегодня, скажу, что не поддерживая сегодня партию власти, мы можем своими голосами укрепить оппозицию для того, чтобы она выиграла парламентские выборы. И тогда наверняка некоторые политологи, некоторые советники, которые сделали все возможное, чтобы Гагаузскую партию вытеснить с этих выборов, задумаются, что они сделали. А вот видите ли вы шанс на формирование, допустим, более широкой коалиции, в которую могли бы войти и ваша партия, в том числе в будущем? Мы на этих выборах рассматриваем любое предложение, но мы при этом, я скажу, что следующие выборы, которые мы будем участвовать, это будут уже те же парламентские, но это уже народное собрание Гагаузии, то есть местные выборы, где, естественно, что наша партия пойдет отдельно, мы уже, в принципе, проводим большую работу для того, чтобы отобрать кандидатов на эти выборы, мы работаем во всех населенных пунктах, но и скажу, что в дальнейшем путь Гагаузской народной партии это не сближение с какой-то партией на долгое время. Да, мы можем на каких-то выборах, как говорится, договориться идти блоки, но в целом партия должна идти по своему пути. Я считаю, что мы на правильном пути, и тот путь, который мы взяли, его уже не остановить. Рано или поздно, будет оно с лидером Додогла или будет с лидером другим, 5-м, 10-м, неважно, но Гагаузская народная партия сможет объединить весь гагаузский народ. Я скажу, что тот путь, который мы избрали, и мы сегодня твердо говорим, что в этом году родилась гагаузская политика, которой еще не было. Потому что мы занимались политиками других партий. Мы, в принципе, придерживались других взглядов партий, в которых участвовала Гагаузия. Обычно Гагаузию использовали 30 лет на всех выборах. И скажу, что используя Гагаузию 30 лет, мы всегда проигрывали. Что если взять 30 лет, Гагаузия получила закон о своем правовом статусе, где было очень много полномочий. Я скажу, что тот закон, который дал возможности уйти, в принципе, от главных проблем, что кровь не пролилась между Гагаузией, между Комратом и Кишиневым, была создана автономия. Это был путь доверия Кишиневу Комрату, участвовали и международные игроки, это президент и Турции, да, парламент принял решение, это, в принципе, было полное доверие Гагаузии. Но после этого молдавские партии, практически войдя в Гагаузию, разорвали Гагаузию по частям. Это была большая ошибка с Гагаузией при согласовании всех пунктов соглашений для того, чтобы получить автономию. Тогда нужно было, чтобы Гагаузия имела свою партию. И свою партию регионального значения, но не для того, чтобы попадать в парламент, что у нас процент был не 5%, потому что это для всей страны, а минимальный по численности нашего населения. Тогда Гагаузская партия всегда была в парламенте, и с Гагаузской партией все бы считались, что если парламент принял решение, дали закон о своем правом статусе, дальше невозможно принимать какие-то законы, не учитывая, что на территории Молдовы есть автономия. Нам дали автономию, но при этом абсолютно принимая другие законодательства в Республике Молдова в парламенте, не учитывая, что есть у нас регион, есть у нас автономия. И это мы сталкиваемся с этими проблемами. Дополнительно мы и сами делаем большие ошибки на выборах, что поддержим какую-то партию, что она ведет максимальную борьбу с центральными властями. И в этой борьбе Гагаузия используется в первых рядах.
И все время Гагаузия то на площади, как говорится, прошлый Башкан водил людей, кричали там коричневая чума. Как в дальнейшем какая-то работа будет с центром, да? Естественно, что с первых дней уже наши отношения испортились. И я скажу, что частенько нас используют для того, чтобы получить наши голоса. При этом, говорю, Гагаузия сегодня из того закона, что имела, ну, можно сказать, что 80% уже потерял. Закон был хороший, нам не надо большего. Вот нам нужно, чтобы обратно вернуть все наши полномочия, для того, чтобы тот закон, который был принят, он дальше работал. Мы потеряли все деконцентрированные службы. Мы полностью силовой блок уже даже не является членами исполнительного комитета. Нет, смотрите, раньше и начальник СИБа, и прокурор, и начальник УВД, все присутствовали в работе исполкома Гагаузии, при всех решениях, которые принимались, совместно работали, это регион. Все, сегодня силового блока уже нету. Ну а как без этого? То есть мы практически приравнялись к району. Налоговая инспекция. У нас нет налоговой инспекции. Таможенная служба. Да, мы приравнялись конкретно сегодня к району, и я скажу, просто что... покрупнее. Да, чуть-чуть покрупнее. Хотя у нас есть и другие районы, которые приблизительно, ну, как чуть-чуть меньше Гагаузии. Это и Ханчерский, это Аргельский. Но я скажу, что вот этот момент может разрушить Гагаузию. А сейчас случилось с автономией, можно сказать, что самое страшное. Самое страшное это то, что сегодня исполнительная власть, ну, я скажу, что, конечно, есть вина исполнительной власти, есть вина игроков, те, которые, в принципе, составляли эту исполнительную власть, этот исполком Гагаузии, но разорвано отношения между исполкомом и примарским корпусом. Часть примарского корпуса в открытую сегодня не подчиняется исполкому Гагаузии. Она сегодня отдельно работает под видом, что мы должны привлекать инвестиции для своего города или села. Вообще с исполкомом Гагаузии даже не считается. Если дальше такая работа пойдет, то естественно, что мы превратимся в 3 района. Поэтому очень важно в дальнейшем, что мы отошли от поддержки центральной партии. Но при этом, если мы это могли сегодня сделать, мы это не можем. Поэтому вот на этих парламентских выборах, естественно, что каждый сыграет свою игру. И очень важно, например, для нашей партии, не быть в стороне. Конечно, легче всего, и оно легче всего, наверное, объяснялось бы наверняка и всем жителям Гагаузии после наших всех заявлений, что мы заявляли, что мы ни с кем в блоке не пойдем, что мы не хотим давать ни один голос ни одной партии республиканцев на территории Гагаузии, а тут мы какие-то переговоры ведем. Да? Казалось бы, абсурд, да, как бы перечим себе. Но ситуация сегодня такова, что следующие выборы будут через 4 года. Ну, а нам тоже нужен какой-то админресурс, нужна власть для решения вопросов. Поэтому если на переговорах мы получим какие-то должности, какую-то власть не для Дудогу, для партии, естественно, что это даст возможность укрепления, расширения партии и решения дальнейших вопросов. Что я лично из всех политиков, я скажу, что я умеренный политик, я всегда относился и считаю, что это правильным, что между Кишиневым и Камратом всегда должен быть диалог. Да, частенько оно, может быть, переходит на какие-то разные этапы, но в любом случае нужно, как говорится, встречаться, говорить. И только говоря мы сможем решить вопросы, а когда одни обиделись на других и прекратили отношения на несколько лет, идет враждебность, травля людей друг на друга, это самое страшное, что может быть. Мы к этому, мне кажется, уже дошли. Да? Мы сегодня находимся именно на этом этапе. По поводу того, что вы сказали, что примарский корпус живет своей жизнью, исполком живет своей жизнью, и как будто между ними нет диалога, чем вы можете объяснить? Мы можем это объяснить, допустим, вот этими новыми проектами, да, допустим, там европейское село, да, и для того, чтобы получить возможность участвовать в каких-то определенных проектах, наверное, нужно быть более нейтральным, да, в отношении каких-то вопросов. Может быть, примарский корпус выбрал для себя этот путь, да, для того, чтобы сделать больше для села. Или в чем вы видите причину? Да? Что может быть причиной вот этого разрыва отношений? Раньше тоже было очень много различных программ, где участвовали и примари, и исполком, и все остальное. Я лично считаю, что это искусственно. И здесь виноваты обе стороны. Потому что когда у нас прошли башканские выборы, была избрана Евгения Гуцул, и, в принципе, она не была утверждена в правительстве Республики Молдова, тогда нужно было найти повод, для того, чтобы... Как работать с Гагаузией? Башкан не член правительства, впервые случилось. Члены исполкома не входят в коллегии министерств.
Я был начальником управления в свое время при Башкане Табунщике. Мы уходили коллегией. Это была связь с центром, все вопросы решались. А тут потерялось все отношения с исполкомом Гагаузии, потому что произошел конфликт из-за руководителя региона. Естественно, что центру в дальнейшем нужно работать с регионом. Потому что у нас дошло до того, что приезжают первые лица страны, и тут они обижают полями некоторые населенные пункты, потому что тут митинги, крымки. Даже никто и не знает. Ну, это уже неправильно. Да, и никто не знает. Поэтому центр пошел на то, чтобы в Гагаузии найти тех игроков, с которых привлечь к себе для того, чтобы участвовать в жизни этого региона. Им это удачно удалось. Да, были использованы проекты, гранты, другие моменты. Значит, обещали многие должности, и я скажу, что они выполняют свои обещания. У нас уже, я ничего против не имею, это наверняка должно быть в каждой партии, но уже впервые в партии ПАС будут представители из Гагаузии на парламентских списках, вы уже видели. Снова же, я ничего в этом плохого не вижу, это нормально. Но факт то, что сегодня центр начал работать с Гагаузией без исполкома, без руководства Народного собрания, без руководства исполкома Гагаузии. Для нас, для всех жителей, борьба руководства Молдовы, руководства Гагаузии добра не сулит. Проиграют отсюда не эти руководители. Потому что руководители мы выбираем на 4 года, после этого они уходят, а проиграет народ. Поэтому Гагаузская народная партия сегодня строго ставит перед собой цель. Мы так и сказали, что наш девиз: ни с кем не ругаться, мы за Гагаузию. Найти общий язык со всеми. Да, мы можем говорить, что мы сегодня, например, эту партию считаем виновной в том, что мы на местных выборах нам создали проблемы, сейчас создали проблемы, и мы не хотим за них голосовать. Но завтра итог этих выборов, когда будет определен, как говорится, победитель, те, кто придут к власти, мы будем работать со всеми. Да, выборы есть, нужно бороться на выборах. Я спортсмен, я тренер по борьбе. Я знаю так, что мы спортсменов воспитываем, они тренируются на одном ковре, они как братья. Но когда они выходят на ковер, каждый борется за себя. И там искры летят для того, чтобы выиграть. И переломы, травмы, все остальное, что выиграть. Ну, когда борьба закончилась, они жмут друг другу руки, и дальше они на улице снова братья. Поэтому выборы идут, вот сейчас мы должны бороться, но выборы закончатся, дальше, естественно, что подумать, что за нами есть регион, наш народ, и мы должны делать все, чтобы от этого наш регион выиграл. Поэтому на этих выборах мы будем участвовать. В каком формате, кого поддерживаем, ну что же определимся. Смотрите, вот вы уже не один год в политике, и вы хорошо в этом разбираетесь. Из той ситуации, о которой мы сейчас говорили по поводу того, что примарский корпус и исполком идут по разным путям, да, к чему это может привести? Вообще вот эта ситуация, в которой находится сегодня автономия, да, то есть у нас многие полномочия уже отобрали, да, у нас разделение в обществе, у нас примары пошли своим путем, исполком своим путем, Башкана в принципе нет, да, в реальности. Что, на ваш взгляд, может произойти после парламентских выборов? Ну вот смотрите, это, как говорится, невозможно предугадать, невозможно отдельно говорить. Да. Башкан Гагаузия. Потому что здесь очень много от чего зависит. Сейчас выборы вроде как бы и парламентские, но мы понимаем, что у нас 5 августа последнее слушание, и, возможно, приговор Башкану Гагаузии, и, возможно, этот приговор, который может отстранить ее от работы, а может быть даже еще жестче. Я хотел бы что-то остановиться надо. Я скажу, что Евгения Гуцул, я ее знаю, мы общались, в принципе, не 1 год уже. Я скажу, как человек, она намного лучше многих наших башканов. А если взять, поставить на весы с бывшим башканом Ирина Бах, то наверняка, та разница, которая будет между ними, даже невозможно описать. Потому что как человек, она хороший человек. Вот она человек из народа, ее родители, сытули, простые люди, она прошла довольно-таки тоже тяжелую жизнь, где-то сама выбивалась, родила 2 детей, дети маленькие. Но так уж в жизни получилось, что каждый человек стремится к чему-то, и она попала в тот круг, где ее тоже поддержали. Да, и тут же поддержали, я скажу, и тут же подставили. Да? И вот она оказалась Башканом Гагаузии, при этом нормальный, чисто душевно нормальный человек, не испорченный человек. И при этом, когда она стала Башканом Гагаузии при поддержке других людей, других игроков, а не так, чтобы она сама. Вот я все шел на выборы сам, и я знал, что в дальнейшем, если будет хорошо, будут меня хвалить, если будет плохо, меня ругать. То она пришла, ей не дали возможность создать свой исполком.
она не набирала команду, с кем будет работать. Некоторые стратегически важные вещи не она принимала, а за нее, ей, в принципе, это было, как говорится, давление со стороны и внешне со стороны. Поэтому она попала в тот тупик, который, ну, навряд ли она вылезет. При этом, как человеку, я о чем сожалею, я очень хотел бы, чтобы она, ну, как говорится, вернулась к своим детям, потому что, прежде всего, она мать. Но то, что случилось в Гагаузии и Башкана фактически, ну, привели, ну, не для того, чтобы Башкан сама решала, кто-то будет решать и будет кто-то командовать с Гагаузией. Для нашего народа это стало, можно сказать, катастрофическим моментом. Вот эти проблемы, которые начались, и они, возможно, могут продлиться дальше, и она может быть и вплоть до ликвидации Гагаузии. Ну, говорим как есть. Поэтому это нужно исправлять. Не ругая ни Башкана, не ругая сегодня ни исполком, не возвращаясь к вчерашнему дню. Мы там уже ничего не исправим. Есть завтрашний день. Завтрашний день, сегодня четко понятно, что если Гуцул будет приговор, будут назначены новые выборы. Новые выборы — это Башкана Гагаузии и Народное собрание. Народное собрание по-любому должны пройти. Ну, а если будет приговор Гуцул, то будут и башканские выборы. Конечно, нужно, я считаю, что есть, дай бог, чтобы это не произошло. Я говорю, мы не сторонники, чтобы менять Башканов каждые 2 года. Я лично считаю, что выбрали 4 года, Башкан должен быть. Но если это произойдет, эти выборы должны быть максимально быстро. Не тянуть их на следующий год, февраль, не знаю кто, как некоторые говорят. Заканчиваются парламентские, начинаются выборы в Гагаузии, новое руководство в стране, новое руководство в Гагаузии, прежде всего Народное собрание, и там нужно, в принципе, перезагрузить наши отношения. Перезагрузить наши отношения и начинать искать те компромиссы для решения всех вопросов, чтобы вернуть наши полномочия. Уверяю вас, что если вести путь переговоров, путь отношений и вернуть доверие, потому что, ну, я за столько лет, я встречался, я знаю всех руководителей. Есть ли шанс? Да, я вам скажу, что всегда в Гагаузии хотят видеть умеренного политика, который государственника. И самое главное, чтобы этим человеком не управляли ни извне, ни внутренние какие-то кланы и тому подобное, а как сейчас модно олигархи и что-то остальное. Если в Гагаузии будет команда, которая, в принципе, стремится, прежде всего думает, что Гагаузия — это наш дом, объединить всех гагаузов, идти дальше своим путем, входить в парламент, участвовать на президентских выборах, на местных выборах, но при этом работать на страну. При этом мы не должны вести сепаратистское направление, что мы все время кричим, чуть что мы отделимся от Молдовы, чуть что мы отдельное государство. Это мы уже прошли этот путь. И да, и слава Богу, что мы этот путь прошли без кровопролития. Да, хотя у нас мы несколько человек мы потеряли. И тот закон, который был принят, закон о своем правом статусе, мы должны вернуться 30 лет назад. Потеряны 30 лет из-за того, что мы в первую очередь не заимели свою партию. Если бы наши аксакалы, которые участвовали на этих переговорах и добились многого, мы все-таки получили автономию. Если бы добились, чтобы Гагаузия имела сразу свою партию, Гагаузия была бы интегрирована во власть страны. А позволили бы? И в тот момент позволили бы все. Потому что это был тот, ну, грань. Период. Но я скажу, что вот даже к нам были вопросы. Гагаузия не имеет права иметь свою партию, потому что у нас, в принципе, закон нет такого. Но она нет, чтобы иметь свою гагаузскую партию. Но вот, например, сейчас законы изменились. Если раньше регистрация политической партии была, нужно учредителей с 50% района Молдовы и 4000 учредителей. Сейчас закон изменился и позволяет иметь 1000 учредителей и неважно сколько районов. Мы воспользовались этим законом и зарегистрировали свою партию. Хотя некоторые люди, которые не смотрят, не видят, что есть изменения, начали в чем-то обвинять. Да нет, мы все законно сделали, и действительно мы сами, за нами стоит гагаузский народ, мы зарегистрировали свою партию, пошли вперед. И это позволяет сегодня нам исправить те ошибки, которые были за 30 лет. Новая власть в Гагаузии. Она нужна сегодня, в стране очень нужна, как говорится, сегодня новая власть, которая дадут, говорят, 4 года возможность избрать правительство и идти вперед. Но очень важно, не менее важно, что в Гагаузии сегодня тоже сформировалась власть, которая с первых дней начнет искать какие-то компромиссы, налаживание, изменения той ситуации. Потому что гагаузские начальники управления будут сильны только тогда, когда они будут входить в коллегии министерств. Любые вопросы, поднимая на коллегии министерств, там где министр, заместители и руководство этого министерства, тогда решаются все вопросы. Тем более, что это озвучивается в прессе, все это, как говорится, в тот же момент снимается и телевидение, и все.
И Гагаузия сможет решать вопросы. Что Гагаузия может решить? Я им скажу, что сегодня дошли до того, что руководство Гагаузии, руководитель собственного кабинета, все, больше ничего. Вот я извиняюсь. Вот даже сейчас слышал заявление заместителя Башкана Виктора Петрова. Ну, я вижу, крик души у человека, да, он заместитель Башкана. Крик души. Провели мероприятие в Чедерлунге, пригласили посла Турции. Это редчайший момент в последнее время, чтобы приехал к нам какой-то посол. А приехал посол, начал выступать, и в зале начался кавардак, кто-то музыку, кто-то включил, я не знаю, как, ну, колонку. Я не знаю эту ситуацию, просто читал сегодня, что Виктор Петров обратился, что а где была полиция? Почему полиция не пришла? Ну, вот видите, исполком Гагаузии проводит мероприятие в Чедерлунге, приглашаются послы, а тут полиция не обеспечивает порядок, потому что идут политические какие-то разборки. Но это не должно быть так. Я еще раз говорю, что я сейчас не на стороне ни одной стороны, ни одной стороны. Я считаю, что не правы и Гагаузия, не правы и Кишинев. Поэтому я хочу, чтобы все изменилось. И когда у нас придет новая власть в стране, пришла бы новая власть в Гагаузии, именно наши отношения изменили бы и вернулись бы на 30 лет назад, и вернули бы свои полномочия и начали работать. Ничего больше не надо. Вот закон, который был принят, вот он должен работать 100%, и Гагаузия не должна выходить за рамки этого закона. Потому что у нас находятся игроки, что вот мы собираем бюджет, там 5-10 миллиардов, нам дают не знаю что. Нет, ребят, вот есть закон и для нас, и для центра одинаково. Насколько это осуществимо? О том, о чем вы говорите, да, что вот, возможно, когда-то, да, будет налажен диалог, возможно, когда-то наши члены исполкома будут в коллегии министерств, возможно, будет хорошее отношение и законы будут работать как должны быть. Насколько это возможно сегодня? И верите ли вы в реальности в это, да, то есть или это все-таки вот та мечта, с которой живет Гагаузия уже несколько лет, да, и даже больше, о которой мы просто живем с этой мечтой. И мы понимаем, что она, возможно, никогда и не реализуется. Вы знаете, очень важно, чтобы, когда у нас идут выборы, что люди, как говорится, ну, я не хочу никого обижать. У нас народ бедный. И я даже слышу, сейчас выступают многие, что если дают деньги, мы берем, потому что нужно заплатить за энергоресурсы, за лекарства, и невозможно возразить. Ну, это всегда проблема бедных стран. И тут говорят, если дадут, тоже партия власть сейчас открывает, говорится, эти уголовные дела, дайте мы и у вас возьмем. И я с этим солидарен. Но я скажу, что когда идут у нас местные наши выборы, все-таки нужно выбирать тех людей, которые подготовлены к этой работе. Тех людей, которые могут проводить переговоры, отстаивать регион, чтобы регион от этого выигрывал. Не кто-то один-два человека для того, чтобы получить один проект и где-то коррупционными схемой заработать или что-то 5-10. Или же, например, я даже смотрю, я вот пример привел, что примары сегодня, ну, некоторые поддерживают центральную власть. Но снова же тут идет игра. Я же вижу, да, например, даже один, ну, пример большого города, не выходит с кабинетов руководства страны, с партии ПАС, встречает тут всех европейских послов и тут же в своем кабинете проводит агитацию для Ирины Влах. Ну, вот такая двойная игра. Но естественно, что вот такого не должно быть у нас. У нас должны выбираться профессионалы. Я больше скажу, если бы Гуцул после года работы, где проблема была уже не вот так, а вот так, на нее давили со всех сторон, и везде виновата только она. Все творят эти проблемы, все ее подставляют, а виновата только она. Если бы она через год, как говорится, ударила кулаком по столу и сказала, что нет, господа, все, вот дали мне людей, у меня работа не пошла. Извините, давайте я сделаю новый исполком Гагаузии, новый состав исполкома, с которым я смогу работать. Если бы она возле себя набрала тех профессионалов, которые по 20 лет работают в Гагаузии, занимаются политикой, были, ну, у нас депутатом парламента, примар, я не скажу только для себя. Хотя я тоже мог бы в этом участвовать. И тоже мог бы подставить плечо тоже Гуцул для того, чтобы наладить отношения, убрав все свои капризы, что я баллотировался, проиграл, она выиграла. Но я скажу, что многие игроки, которые смогли бы с Кишиневым наладить отношения. И здесь она даже не участвуя в этом, ее, говорится, заместители или члены исполкома могли, начав работу с центром, эти отношения изменить. И я уверен, например, что если бы я был в исполкоме, ну, даже если в начале Гуцул не было членом правительства, мы смогли бы договориться, чтобы ее все равно бы приняли. Потому что это закон, а закон как и для президента, так и для Башкана.
И вот это внутреннее обвинение, что вы ОПГ, а мы не ОПГ, это еще знак вопроса, кто больше, кто меньше. Но для этого нужно встречаться, говорить, доказывать. И для этого есть и международная организация, ОБСЕ, посольство. Везде нужно пошагово идти. Не переходить на оскорбления, а идти по пути профессионализма. А исполнительная власть, я скажу, законодательно может еще где-то на каких-то трибунах о чем-то говорит, о чем-то где-то принимать какие-то политические решения, которые никогда, многие не устраивают. А исполнительная власть – это работа, это конкретная работа. Поэтому, работая на людей, мы не должны выбирать, с кем мы будем работать. То есть я как понимаю из ваших слов, если при условии, что будут профессионалы работать, и в исполкоме, и в Народном собрании, и в примарском корпусе, то тогда есть шанс на налаживание диалога с центром. Именно так. Я вам скажу, что вот для этого мы, конечно, обратились все гагаузии, всем политикам. Мы создали группу. Вот мы создали группу, мы хотим, чтобы туда вошло более 100 человек. Мы только его начали, как говорится, вот было на днях было первое собрание, где было уже более 20 человек. Собрать всех людей, которые гагузских, самых людей, прежде всего молодежь, но можно и не молодежь, которые бы хотели бы заняться политикой, баллотироваться на выборы народное собрание, примары, советники, башканы, для того, чтобы провести курсы. В Советском Союзе, если вспомните, я думаю, что вы застали некоторые этапы, а может слышали, что работали очень сильно над кадрами. Невозможно было с улицы взяли человека и поставили руководителя. Не бывает такое. У нас работа, кадровая работа сегодня нету ни в стране, ни в Гагаузии. Поэтому частенько у кого больше денег становится руководителем, а потом караул. Да, еще и клановая система, кумовство молдавское, гагаузское. Нужна здесь именно подготовка кадров. Вот мы начали сегодня готовить новое поколение людей, который заменит тот класс, который есть. Если у нас моего поколения многие сделали, я не хочу сказать, все-таки Гагаузия шла вперед много, но мы не сделали самое главное, мы не объединили Гагаузию. Вот я думаю, что следующий класс, которых мы сейчас учим, подготавливаем, оно это сделает. Ну что, Николай Харлампич, я вам желаю удачи. Я надеюсь, что все ваши мечты, планы, которые вы себе наметили, будут реализованы, что мы все-таки дойдем до тех дней, доживем, когда наладится диалог, и мы будем спокойно жить в автономии, радоваться развитию гагаузского языка, гагаузской культуры у себя на родной земле. Ну а вам спасибо большое. Спасибо. Дорогие зрители, спасибо, что вы сегодня были с нами. Беседа была интересная, я думаю, очень актуальная. Сегодня у нас в гостях был Николай Дудогло, председатель Гагаузской народной партии. Спасибо вам за то, что вы всегда с нами, и до новых встреч.